Всем привет, друзья! С вами Александр Бабков и канал Distraction Test. И сегодня у нас автомобиль очень уютный для такого темного, вечернего, холодного, осеннего дня. Встречайте Mercedes S600 в кузове 220. Пых! Итак, друзья, 220 кузов, 98 года было выпущено началось это поколение Мерседесов. Вообще изначально этот автомобиль был не предназначен для V12, который стоит здесь, о котором я скажу позже. Тут было только V8. Ну, и все фанаты марки Mercedes, у кого был S600 в кузове Кабана, он же 140-й, сказали, какого черта нет V12, суйте мне сюда. И вот поэтому машина была не очень предназначена для этого, и она выглядит менее монументально, чем со 40-й. Со 40-й был квадратный, же такой мускулистый, мужской такой автомобиль. Не мускулистый, а какой-то более харизматичный мужской такой квадратный стиль, все дела. Здесь же мы видим что? Мы видим 110-й марк, по сути дела, в лонговой версии. То есть, если так на него посмотреть спереди, он очень похож на 110-й марк, и сзади, в принципе, тоже сбоку, тоже в профиль он очень похож. Единственное отличие — это вот его длина. То есть длину — это лонговая версия, как я уже говорил. В длину он чуть больше 5 метров. Обычный он там на 10, по-моему, сантиметров короче, чем лонговый. Что у нас имеется здесь? У нас имеется обвес, как вы видите. Это, добавляет стиль, лоск туда-сюда. Это все понятно. Валдовские стопаки, которые вы видите в наших красивых пролетах и прочие темы. Трехлучевая звезда на капоте, хромированная решетка. Вообще, автомобиль в любом цвете он выглядит хорошо. То есть в белом цвете он выглядит очень даже интересно. Видно его вся вот эта мускулистость, большая монументальность этого автомобиля. И прохожие люди смотрят на этом автомобиле на самом деле. Хотя мы находимся на Дальнем Востоке, и мы видим, что, все равно все смотрят. Пойдем к этому. Откроем вот это чудо V12. Мать его, 12 на 5,8 литра, М137, Е58 мотор, 360 там что-то с чем-то лошадей. Это вообще не суть на самом деле, сколько у него лошадиных сил, потому что этой машине достаточно этого мотора. Но посмотрите сюда. Если вы посмотрите поближе, вы понимаете, что эта подкапотка не рассчитана на такой длинный большой мотор. То есть тут все очень узко, очень то есть ты никуда не подаешь своими вот этими ручонками. Вот эти заборы воздуха для наших условий проблематичны, потому что они идут вниз, уходят сюда, вот здесь собирает воздух холодный для обоих голов. Вы представляете, он просто сосет лужу какую-нибудь. То есть глубокие лужи, надо хорошо подумать, проедете вы там или нет. Также здесь 24, мать его, свечи. То есть это система зажигания. Тут, есть блок управления, который бывает накрывает. Есть мелкие проблемы по этому мотору, которые, в принципе, легко решаются, ставив, например, от другого Мерседеса, более 221 кузова, ставятся эти блоки, они все болтом подходят, и все работает отлично. Тут отключается также система для экономии топлива, то есть одна голова полностью отключается, остается, по-моему, только правая. Я точно не могу сказать. Какая-то из голов сейчас остается включенная у вас, экономия топлива, все дела. Как только вы перевалите за 2000 оборотов, у вас включаются все ваши 12, мать его, цилиндров, и вы начинаете ехать как бог. Пошли посмотрим салон. Как мы видим, огромные тяжеленные двери. И вот оно, место просто босса. О, господи, с этой машины
Вот ты сел сюда, и ты не хочешь сюда выходить, потому что здесь настолько атмосфера дома. То есть ты реально сел в настоящую кожаное кресло, и кожа Напа, между прочим, очень дорогая кожа, премиальная. О, блин, тут, наверное, я не знаю, тут, наверное, столько всего. Тут какой-то, блин, бокс какой, тут подстаканники, тут у нас управление климатом, тут у нас управление сиденьем, которое работает. Мы, при том, что мы отодвигаем, не наше сиденье двигаем, а вот это сиденье двигаем. Тут у нас есть, если вот тут посмотреть, крутилка, подкачка, надувается вот это сиденье, то есть, чтобы я удобно сидел. Тут у нас есть, смотри сюда вот. О, тут еще свет есть дополнительный. Здесь у нас зеркальце, то есть ты прихорошился, посмотрел, может даже побриться, наверное, сможешь. Потому что эта машина уже, ну в те года-то, конечно, это было люкс, а сейчас-то эта машина как бы больше понтореска, то есть ее можно купить за, в принципе, небольшие деньги. И пацаны покупают и ездят на них и наслаждаются. Внутри ты просто понимаешь, насколько тут все круто. Тут и вентиляция сидений, и подогрев сидений. Блин, тут, даже вот пепельница, выезжающая с прикуривателем, она выглядит, она из натурального, мать его, дерева. Насколько это дорогой автомобиль. Вот этот потолок, это потолок из нубука, просто реально нубук. Раньше, помните, были кресла, диваны из такого материала, ты просто трогаешь, о, блин, наслаждение. И это 98-й год, я в шоке просто. Я сижу просто, вот смотрите, я как сижу, я могу сесть как угодно, я не достану, блин, коленями в переднее сиденье. А если понадо будет, я его нахер отодвину, скажу, пошел, я хочу сесть удобно. И все, то есть, блин. От этого реально сходишь с ума, от того, какие были укомплектованы автомобили тех годов. Жесть. Пошли вперед. Ну, как говорят, Mercedes машина для пассажиров, а не для водителя, да? Но на самом деле в этом автомобиле ты не почувствуешь себя ущербным каким-то говном, потому что ты тут получаешь абсолютно все. То есть, вот посмотрите вот просто на эту дверь. Тут просто загружено кнопками. Тут у нас управление сиденьем, естественно. Кстати, непривычная тема. Вот даже на мойке замечали люди, ну, то есть мойщик моет и не может подвинуть сиденье, чтобы пылесосить, не понимает, где у него кнопка, она просто на двери и все. Тут у нас память на, соответственно, на двух водителей. Самый прикол в том, что я вот нажимаешь ты единичку, и у тебя зеркало это тоже регулируется. Вот ты его так подвинул, поставил единичку, и оно пошло. Прикиньте, это как, блин, я никогда не думал в жизни, что есть зеркала, внутреннее зеркало, которое управляется, мать его, с электропривода. Я же даже слова забывать начинаю. Тут у нас минимум кнопочек. Аварийка такая, прямо аварийка. Еще так мигает, интересно, смотри как. Управление гидроподвеской. Тут у нас гидро стоит, не пневмо. И об этом я скажу потом уже на ходу, как она все работает. Это у нас выезжающий подлокотник. Подголовники должны выезжать. Оп, убрались. Ну, это вы по CLS помните, такая тоже фигня была, что они это выдвигались, задвигались. Это у нас, так понимаю, парктроники включается. Это блокировка окон. Кстати, блокировка окон очень интересно расположена, да? Тут у нас бардачочек. О, какой классный. Нажимаются кнопочки, все как на... Смотри, как обшито. Просто торпеда сама по себе, она из кожи. Представляете? Просто вот ты ее щупаешь, она даже не придраться. Дерево, кожа. Тут у нас, соответственно, климат-контроль, 3-зонный климат или 4-зонный климат. Я насчет этого тоже особо не уверен, потому что, блин, эта машина, этот автомобиль, это лонг, в котором почти все, что может стоять в Мерседесе, оно все здесь стоит. То есть настолько укомплектованный автомобиль, и ты просто, блин, в шоке от того, что это было, мать его, в 98 году. Это просто жесть. Да тут столько всего, что ты даже, наверное, половину, когда ты купил этот такой автомобиль, ты просто, наверное, половину даже не узнаешь спустя там 3 месяца, 4. Люк, естественно, кстати говоря, вот эти вот решеточки на закрывание люка, да, они очень прикольно. То есть ты можешь полностью не открывать и вот оставить только вот эту тему, и все. А как открыть люк? А, во. О, yes. То есть у тебя открытое небо, вот ты едешь, и сейчас во многих современных автомобилях нету люка вообще в принципе, а тут ты понимаешь, что это 98 год, и, блин, тут должно быть все. Это Mercedes Long S600, просто жесть. Тут даже, блин, вот эти ручки, вот эти вот ручечки, они из дерева. Просто представляете, насколько это все было жестко. Поехали, пройдемся.
5,8 литра V12, 367 или сколько там. Короче, есть такая информация, что если ты выключаешь всех электронных помощников, у тебя 394 лошадиных сил, но это не точно. В общем, ты просто сел, и ты понимаешь, что ты едешь в огромном доме. Это вот твой особняк, в который ты сел и погрузился просто полностью. Ты сидишь как дома, и, если честно, ты можешь, наверное, не знаю, какой-то дом, вот есть же дом на колесах, да, вот я его про этот автомобиль назвал так же, потому что это просто тихо, спокойно, и при том, что этой машине 20 лет, как бы есть там какие-то недочеты, может быть, да, мелочи, но, блин, насколько была укомплектованный автомобиль. Я вот не знаю, сейчас нынешние S-классы, просто в Мерседесах, как бы вы сами понимаете, да, мы живем в Дальнем Востоке, Мерседес 12 это вообще сама по себе редкость. И, блин, что в такие года делали такие машины, это просто повергает шок, что у тебя, блин, зеркало регулируется. Для меня до сих пор с головы не может, что вот это зеркало регулируется, блин, электрически. В общем, что мы имеем? Гидроподвеска. У нее есть такой прикол, что у него нет стабилизаторов ни сзади, ни спереди, стабилизаторов поперечной устойчивости, соответственно. И эта подвеска у вас накачивает сама, то есть она адаптивная, она думает сама, как надо ей включиться, выключиться и прочая тема. И этим самым наши дороги немного убивают ее в плане не от асфальта, а гравийки. То есть по гравийке этот Мерседес лучше не сувать, потому что компрессор начнет вас постоянно подкачивать одну сторону, вторую, вот так, и он со временем убивается. И это стоит, естественно, денег, мы это все прекрасно понимаем, все-таки это Мерседес, и при том Мерседес, у него запчасти, сами понимаете, не из дешевых. Вот, но ощущение комфорта, ощущение вот этого всего просто, блин, ты сидишь и реально наслаждаешься, ты сидишь просто вообще. Тут и работать водителем, а если сидеть сзади, наверное, если меня вот что прокатили, я бы чувствовал себя боссом какой-то, не знаю, мафии, наверное, или чего-то там. Просто прикол. Что еще? Сейчас мы проверим, как валит V12, который по-любому валит. Кстати, тут еще прикол педаль газа. Там есть, короче, под ней кнопочка. Ее нажимаешь ногой, и у тебя педаль газа становится более резкая, типа чувствительная. Сейчас он типа такой плавный, типа ты такой водитель, везешь своего босса очень спокойно, вот так, типа, о, как он перестраивается. Вообще, машина на 20-х колесах, конечно, мы все это прекрасно. И, кстати говоря, что, учитывая, что 20-е колеса, она очень мягкая. Прикиньте, если она стояла бы на стандартном 17-х или 18-х колесах, это просто пипец какой-то, какая она комфортная. Управление, да блин, докапываться до 5-метрового седана, который весит 2,5 тонны на управление. Да тут не стоит придираться, потому что, блин, машина даже управляется, даже что-то рулится, потому что адаптивная подвеска все-таки работает. Тут нету, кстати, тут есть система стабилизации, пробуксовочная, по-моему, система. Если это все дело выключить, а как это сделать? Вот сейчас мы выключили на систему стабилизации, да, загорелась лампочка, и можно, наверное, наваливать боком. Вообще, по проблемам, если судить, то у него электрические проблемы, типа, вот ты поменял лампу сзади, например, владелец поставил валдовские вот эти стопы, соответственно, машина их не видит. Он думает, что у тебя нет сзади никаких ламп, у тебя ничего не стоит, он говорит, поменяйте лампочку сзади. И то же самое касается передних ламп. Ты ставишь ксенон какой-то другой, например, да, ну, то есть лампочку, например. Он говорит, все, ты не ту лампочку поставил, меняй. И вот эти вот ошибки немного раздражают. На самом деле машина довольно исправна, нету по ним какой-то особой проблемы. Двигатели стоят, на самом деле, очень дешево, там 40 тысяч, 35 тысяч можно купить V12 на 5,8 литра контрактный мотор. Это вообще повергает в шок. 5G-трониковская коробка, которая стоит на всех Мерседесах, начиная там, блин, от C-шек, геликов, блин, на всем стоит этот 5G-троник, потом стал 7G-троник, ну, естественно, 7-ступенчатый, 5-ступенчатый автомат. Простой, надежный, без каких-либо особых проблем. Тянет эту 2,5-тонную штуку, блин, спокойно. И прикол в том, что если у вас что-то даже случится с подвеской, у вас не вылетит шаровая, там еще что-то, вы по-любому доедете до нужного вам места. Единственная проблема — это вот навесное оборудование, которое может накрыться, которое очень сложно починить, в плане того, что там очень тесно под капотом. Сейчас мы пробуем навалить. Просто вот, как бы без всяких спорт-режимов, без ничего, нажимаем газ, пол. Вот, мать его. Просто сотня. Даже 110 почти. Блин, как он уверенно разгоняется. Притом ты понимаешь, что машина весит 2,5 тонны. И как она уверенно просто берет эту скорость и какой звук создает. То есть звук V12 это очень интересный такой гибрид. В плане того, что ты, как бы, ну, на первое впечатление, естественно, я там не особо фанат V12, двигателя у меня тут особо никто нет. Но звук такой, как будто ты управляешь одновременно УЗ-том и хондовским каким-то атмосферником 4-цилиндровым. Вот что-то такое. Вообще вот я заметил такую тему, я начинаю снимать второй Мерседес, да, в моей жизни, съемки, да, и я начинаю понимать, что я хочу Мерседес. Он очень такой, блин, крутой автомобиль, на самом деле.
Это не BMW, потому что BMW мне вообще не симпатизирует никак. А вот Mercedes, он такой вот, блин, что-то в нем есть такое приятное, что ли. Вот еще бы какую-нибудь AMG-шную версию проверить, как это едет, как это прет, какие звуки создает. Блин, было бы прикольно. И такие автомобили, ну, покупать нужно с умом, естественно. То есть покупать их на последние деньги не стоит. Все-таки это Mercedes, на него там тот же гидроусилитель может стоить 40 тысяч рублей. То есть ты понимаешь, что запчасти будет очень дорого стоить. То есть ты должен иметь хороший заработок, чтобы содержать такой автомобиль. И это такая, знаете, ну, то есть, и тут и расход топлива, то есть, сами понимаете, V12, там почти 6 литров, то есть, тут не обойдется расходом, там, 20 литров. Тут, если ты наваливаешь, то тут 40-45 литров может быть. А так, в среднем, где-то он жрет, на самом деле, 17-18 литров бензина. По ходовке там не все так просто и радужно, как там, в любом японском автомобиле. Но, блин, какие эмоции ты получаешь, какое удовольствие получает вождение этим автомобилем, это просто ни с чем не сравнить. Ты просто представляете сесть назад там и просто посидеть, пофигевать от того, что там есть внутри. Я очень впечатлен. Я хочу себе купить Mercedes, и это пугает меня. Что сказать в итоге? Автомобиль, который повергает тебя в шок, повергает тебя в какие-то эмоции, ты начинаешь офигевать, влюбляться, может, даже в него. Ты хочешь себе такой купить, но, как говорится, здравый смысл говорит тебе, не стоит покупать S-класс на последние деньги. Да и вообще, в принципе, если ты не особо там, как бы, богатый человек, да, который может содержать такой автомобиль, не покупайте S-класс, потому что он будет высасывать из вас деньги, ну, стабильненько так. И при том, что даже на заменах расходников, представляете, там 9 литров масла в двигателе, там в коробке там что-то 10-12 литров, там в всей системе вот этой гидроподвески там 12 или 10 литров. То есть, представляете, даже на вот этих расходниках обычный там обыватель того же японского автомобиля будет повергнут от того, какие у него будут чеки просто на станции техобслуживания, которые он просто будет заезжать, менять фильтра, масла и прочую тему. Но автомобиль, безусловно, интересный в плане, блин, он вроде такой неприметный на самом деле, но ты получаешь такой кайф от него. И люди все равно, кто-то проходит, смотрит, блин, особенно он такой чистый, в белом вот этом цвете. На него люди смотрят и понимают, что эта машина очень дорогая. Но на самом деле они стоят не так дорого, и она больше как понторезка, нежели типа такой дорогой автомобиль. Так что подписывайтесь на мой канал, ставьте, ребят, лайки. И все, всем пока, до новых встреч.